позвольте расскажу о нашем традиционном жилище Бозуй. Рассказывай. Как вы знаете, у нас Бозуй, у нас на кыргызском называем Бозуй. Юрта является очень важной частью для именно кочевых народов. Бозуй. Кочевых народов Кыргызстана. Вы знаете, она раньше мы как раз частное переселение, она была как раз предназначена для удобного переселения. Она как быстро собирается, так и быстро строится. За день можно было бы собрать и обратно увезти, построить другое место. На лошадях грузили, да? На лошадях перевозили. Да. И она состоит из двух предметов, то есть она сделана из деревья и покрытием из войлока. Не используется ни один гвоздь для строения. Состоит из 3 частей. Это первая часть, это круглая часть, называется тюндюк. Она служила для выхода дыма, когда здесь топили. И с другой стороны, бывало, да? И проникновение цвета. Зимой обычно закрывается и вот такая дырка останется. И ух, она как раз соединяет с киреге. Киреге можно с сегодняшними словами, можно сказать, считать. Да, вот эта часть, стена. Как раз она вот соединена. Не используется. Дерево. Да, это все дерево. И войлок. Войлок она... Еще камыш. Да, камыш, да. Да, камышем она прикрывала. Первая часть, она зимой очень тепло, летом прохладно. И если внутреннюю часть посмотреть, это называется төр. Төр получается... Можно сказать по-другому, это самое почетное место. Здесь вот обычно сидели глава семьи, глава семьи, почетные гости. С правой стороны от тора это мужская часть считалась. То есть здесь хранилось все мужские принадлежности, всякие оружие, на стенах все вешали, да? На стене. Музыкальные инструменты. С левой стороны от тера это женская часть, это продукты питания, бешик называется для детей. У нас также называется. Да, и самур, все, что касается. А на середине ставили вот такую, то есть очок, казан, где, как Садур Гожевич говорил, отсюда выходит дым как раз на улицу. Готовят, когда едут. Несмотря на оседлый образ жизни сегодняшних нашей страны, она очень широко используется. Сейчас тоже очень широко. И внесен список нематериальных наследий ЮНЕСКО. А здесь, значит, они как бы спали тоже, каждый на своей стороне, да? Да. С поручением нашего президента мы максимально поставили те атрибуты, которые необходимы для этой юрты, чтобы больше для именно наша молодежь могла увидеть, что внутри хранилось. А это посуда все деревянное. Для воды, да? Для воды, для кумыса. Спасибо. Интересное творчество. Это мы закладывали. Апрель. В прошлом году в апреле, да. 25 апреля. Это у нас. Вот, оборудование. Здесь отдельный комнаты для лаборатории и препаратов.
сентябре уже 100%. Начинайте. Летает. А не надо было, это хороший. Она, бедная, не знает. Найдет выход. Поприветствовать наших дорогих жителей села Хадырлы. Я от вашего имени, от имени всех наших переселенцев выражу благодарность за помощь в восстановлении и возрождении Карабаха. По инициативе Садыр Нургужевича в селе Хадырлы, которое на сегодняшний день является самым большим населенным пунктом этого региона, построена прекрасная школа. Сегодня мы ее осмотрели, официально открыли. Школы присвоено имя Айкор Манас. Манас, как вы знаете, это эпос киргизского народа. Это то, что олицетворяет дух киргизов. И уверен, что эта школа и все, что связано с будущим развитием этого села, также будет связано с нашими киргизскими братьями. Это помощь, которая шла от души, от сердца киргизского народа. Как я уже сказал, президент Киргизстана был инициатором этого. И как вы знаете, в прошлом году, в апреле, здесь вот даже внутри школы есть фотография, мы с Садыром Нургужевичем заложили фундамент этой школы. И договорились, что когда будет готово, вместе едем. И как раз это совпало с тем, что и село Хадырлы тоже готово. Прекрасные дома, общественный центр, медицинский пункт и такое прекрасное место образования. Это еще раз говорит о братстве наших стран, на нашей близости и исторической, и этнической, и культурной, и духовной. И на этом фундаменте мы сегодня построили прочное здание киргизско-азербайджанской дружбы. Уважаемые жители села Хадырлы, уважаемые братья, сестры, я приношу сердечное приветствие от народа Кыргызстана и выражаю искреннее уважение к азербайджанскому народу. Мы только что открыли среднюю школу в азербайджанском селе Хадырлы. Я уверен, это исторические события еще больше укрепит наши духовные отношения. У нас общие ценности, мы обязаны их передавать следующему поколению. Школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке и эта школа имени Манас в селе Хадырлы служит символом дружбы нашего народа. Желаю, чтобы ученики этой школы всегда были самыми успешными и самыми лучшими. Начинаем церемонию вручения ключей. Приглашается Гусейнов Эрастун Арифов. Çok sağ ol.
Спасибо вам. Желаю долгих жизни. Уважаемый господин Жители президент, села Хадырлы, я вас еще раз поздравляю с новосельем. Желаю счастья, благополучия и удачи. Уважаемый господин президент Садыр Жапаров, мы выражаем вам глубокую признательность за ваш вклад в стройку этой школы. Спасибо вам большое, спасибо. И передайте нам от нас, братскому кыргызскому народу, нашу искреннюю благодарность и уважение.